Общественная организация «Якутское землячество» организовала выезд якутян, проживающих в Москве, в город Тулу. Подробнее в сюжете нашего спецкора в столице страны Татьяны Черемкиной. Что сразу приходит на ум, когда мы говорим о городе Тула? Древний город Тула – это город ремесленников. Тульские самовары и пряники – визитная карточка города. Но прежде всего, Тула – это город-герой, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. И именно здесь, на Тульской земле, немецкие войска были остановлены на подступах к Москве. Тяжелые бои за Москву шли с октября 1941 года. Более 2000 якутян отдали свои жизни на полях этих сражений, обороняя столицу. Они воевали в кавалерийских корпусах, стрелковых дивизиях, лыжных батальонах. Большая группа воинов-якутян, 542 человека, сражалась с врагом в составе 2-го кавалерийского корпуса генерала Белова, прошедшего славный путь побед. В результате героизма воинов, в том числе и якутян, удалось не допустить врага к Кашире, отбить атаки противника. Патриотическую акцию «Никто не забыт, ничто не забыто» провели в городе Тула члены общественной организации «Якутское землячество». В старейшем здании музея оружия, одной из главных достопримечательностей Тулы, прошла встреча наших соотечественников с членами Совета ветеранов Тулы. Поисковики Тулы установили судьбу нескольких солдат из Якутии, которые обороняли этот город. Памятный митинг прошел на главной площади города-героя, площади Победы. Военный историк-краевед Тулы Евгений Барышников передал якутской делегации паспорт воинского захоронения. Это сведения из Центрального архива Министерства обороны на воинов-якутян, где указаны даты гибели и места захоронения. Около 30 якутских солдат погибли или пропали без вести на Тульской земле. Якутская делегация минутой молчания отдала дань памяти и благодарности якутянам у Вечного огня с возложением венков и цветов. Я думаю, что первые ваши воины якуты кавалерийского корпуса, в 1941 году погибли, защищая Москву и освобождая Тульскую область. Всю Тульскую область они освободили. Это люди отдельной героической страницы заслуживают в истории кавалерийского корпуса генерала Белова. И навсегда воины-якутяне остались на нашей земле. Для участия в этой патриотической акции из Сунтар прилетела племянница Егора Иннокентьевича Данилова, отдавшего жизнь в боях за Москву, Зинаида Яковлевна Иванова. Егор Данилов, уроженец Наховского, наследия Сунтарского улуса, ушел на фронт в 29 лет. Все эти годы не было информации о том, где он похоронен. Зинаида Яковлевна начала поиски, связалась с Тульским обкомом комсомола, и вот теперь стало известно, где покоится прах бойца Егора Данилова. На старейшем Всехсвятском кладбище в Братской могиле. Я давно хотела сюда попасть, и я сегодня здесь. Я все сделала, что я мечтала многие годы. Спасибо всем тем, кто мне помог. В память о тех, кто своей жизнью отстоял наше будущее, в память о героической обороне Тулы и была проведена акция «Никто не забыт, ничто не забыто».